В течение 10 дней будущие выпускники из 34 улусов Якутии примут участие на первом этапе Республиканской предметной олимпиады вузов страны. Впервые в этом году в Олимпиаде участвуют 45 образовательных организаций по более чем 50 направлениям подготовки. О том, как стартовала Олимпиада и сколько целевых мест будет выделено выпускникам, в сюжете нашего корреспондента в Нерюнгри Надежды Акимовой. Принять участие в 10-й Республиканской предметной олимпиаде вузов Российской Федерации подали заявки более 300 нерюнгринских выпускников среднеобразовательных учреждений. В этом году Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики выделило 392 целевых места. По итогам Олимпиады будут выбраны победители, с которыми будет заключен договор о целевой контрактной подготовке. Олимпиада проводится по 7 общеобразовательным предметам, задания которой для школьников разработаны методической комиссией из числа профессионального преподавательского состава вузов России. Отличие этой Олимпиады заключается в том, что 9 предыдущих Олимпиад каждый вуз давал абитуриентам свои задания. В этом году все абитуриенты пишут единую Олимпиаду по математике. Победителями 2 этапов Олимпиады Министерство профессионального образования заключат договоры о целевом обучении, благодаря которым студентам предоставят льготу за счет средств государственного бюджета республики. После окончания вуза студент обязуется отработать по направлению республики не менее 3 лет. Устраивает, так как будет сразу рабочее место, где мы можем набраться стажа, опыта в виде 5 лет и далее без проблем поступить на работу такую, которую мы хотим. Впервые в этом году в Олимпиаде участвуют 45 образовательных организаций по более 50 направлениям подготовки. Итоги первого этапа Олимпиады будут подведены 16 марта. Заключительный этап пройдет в городе Якутске с 20 по 30 июня. Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК Саха, Нерюнгри.